Этапы развития, это достаточно сложные этапы, это все начинается с геологоразведки, с походов наших геологов, ходят, выбирают маршруты. С маршрутов начинается и месторождение. Поднимают материалы, исследуют и так далее. От этого начинается потом дальше развиваться месторождение. Зависит от того, какой образец подняли, к чему можно отнести. Потому что в горной промышленности есть золотодобыча, есть серебродобыча, есть очень много других нужных для нас элементов, которые добываются в горной промышленности. Поэтому, если говорим о золотодобыче, непосредственно она также делится именно геологоразведка, которая начинается с похода, так сказать, наших геологов, потом дальше делится, насколько запасов в том или ином месторождении. Если это месторождение золотоносное, то, естественно, дальше развиваем, смотрим, да, по запасам определенным. Приступаем непосредственно уже к бурению, чтобы понять, какие запасы есть, насколько они богаты, и уже там дальше можно распределять там, к промышленному освоению. Наша компания специализируется на рудном золоте, да? На рудных месторождениях, так скажу, потому что есть сопутствующие материалы, которые к месторождению тому или иному, так сказать, прилагаются. И дальше делится уже, как осваивать, технологии переходим. Естественно, поэтому золотодобыча достаточно сложное такое направление, которое нужно, так сказать, уметь, наверное, осваивать эти месторождения и дальше эксплуатировать. Естественно, прогресс не стоит на месте. Там, если посмотреть немножко в историю, да, там рассыпные месторождения, которые добывались, как они добывались, да, у нас такое стереотипное мышление, что сладком уже где-то на реке помыть и так далее, да, но тем не менее даже в рассыпных месторождениях технологии не стоят на месте, там оборудование применяется достаточно такое прогрессивное, а если рассматривать наше направление, это, конечно, такой процесс достаточно сложный. Мы строим горно-обогатительные фабрики, которые, так сказать, потом далее перерабатывают руду. Руды тоже непростые. Вообще такие месторождения легко обогатимые, они уже в прошлом. Во-первых, логистика, да, там, то, что доступно, уже освоили, потому что золотодобыча имеет за собой такой достаточно длительный путь, долгий. И, как я уже сказал, прогресс не стоит на месте, поэтому с учетом некой доступности в плане логистики также и месторождения развиваются. Наше месторождение Нежданинское, да, имеет историю освоения там, с 50-х годов прошлого века, когда геологи нашли, обнаружили, месторождение пытались осваивать, была фабрика там, да, но, как показала практика, так сказать, технологии не позволили его осваивать достаточно эффективно. Наша компания не только там пересмотрела в целом подход к освоению месторождения, да, но и, так сказать, уже на сегодняшний день технологии, которые существуют, нам помогают это месторождение осваивать эффективно. Мы добываем, получаем концентрат, концентрат дальше идет в переработку. Тем не менее, я могу сказать, технологии, которые на сегодняшний день существуют, они, во-первых, экологичные и практичные, что позволяет непосредственно в местах, где месторождение осваивается, очень бережно, трепетно относиться и к природе, так сказать, и в целом к людям, которые рядом проживают в этих районах. Знаете, здесь, наверное, у каждого свое мнение, да, лично свое выскажу, да. Во-первых, должен быть интерес. У каждого, так сказать, школьника, который заканчивает школу, там, он уже начинает определяться, куда же пойти, да, какую профессию выбрать. Там. И есть, наверное, определенные примеры. Опять же, так сказать, наша сеть интернета, которая там доступна, которая может, так сказать, предоставить много информации, но тем не менее никто другой, как сам юноша или девушка, да, там, потому что в горной промышленности работают и девушки, да, не определяется. И вот это где-то внутреннее, может, призвание, да, есть какой-то пример и, самое главное, желание где-то проявить себя, сподвигает к выбору профессии именно в направлении там, горной промышленности или в профессии, которая непосредственно связана с горной промышленностью. Я считаю, что это внутри каждого человека сидит и желание здесь себя проявить как-то. Примеров, наверное, много всяких, когда и приходят, и уходят, да, но основная масса остается. Те люди, которые со стержнем, потому что в горной промышленности, я считаю, слабохарактерных людей нет. И те, которые добиваются там успехов в этом направлении. Вот самое главное — стержень, желание работать и добиваться успехов на производственном поприще.
Был такой жизненный период, что я принял решение, ушел служить в армию. После армии я уже когда пришел, я, так сказать, продолжил учебу на геолого-разведочном факультете. Там, выбрал там, профессию горняка. Поэтому и время было такое, когда я заканчивал институт, то горная промышленность, она имела, я уже как раньше говорил, да, небольшой спад. Там, да, предприятия сложно было работать, там, большие комбинаты даже останавливали работу и так далее. Приходилось работать в другом направлении, как-то себя проявлять, чтобы, опять же, просто жить, зарабатывать деньги и так далее. Но у меня были знакомые, которые работали в компании «Полиметалл», я познакомился с ними, и, так сказать, волей судьбы, может быть, там, ну, не случай скажу, потому что всегда все взаимосвязано. Вот я попал в компанию «Полиметалл», которая работала тогда на территории Иркутской области, было месторождение Зунхада тогда. Пришел туда работать, и оттуда моя жизненная профессия горняка начала свое развитие. Уехал с Иркутска в Хабаровск. В Хабаровском крае я проработал 10 лет там, на разных предприятиях. Вот оттуда уже приехал сюда. Жизненный свой опыт получил на предприятиях Полиметалла. Горняки и геологи, да, они меня привлекали, да, не скажу, что романтика, тем не менее, прекрасно понимал, насколько это сложно, трудно, но тем не менее за всем за этим стоят люди, с которыми работаешь. И придя работать в Полиметалл, я встретился с замечательными людьми, многие из которых еще до сих пор работают в компании, да, там, в зависимости от возраста, кто-то ушел, но тем не менее даже тот, кто ушел уже, так сказать, и находится там на законном отдыхе, мы, так сказать, переписываемся, поздравляем и так далее. И вот именно люди, с которыми я работал, да, они, наверное, мне помогли самореализоваться в плане работы, в плане выполнения там, задач, которые стояли на тех предприятиях, где работали. Там, в Хабаровском крае это месторождение Албазино, даже приложил, так сказать, участвовал в строительстве ГМК, далее, так сказать, в Охотском районе работал, вот откуда я уже приехал. Там достаточно сложные такие были, наверное, задачи, которые нужно было выполнить. И, естественно, с людьми, с которыми я работал, позволяло это выполнять. Вот Владимир Михайлович Морозов был главный инженер, работал у нас в Охотской горно-геологической компании. Наверное, мне тогда не хватало именно вот такого горняцкого опыта, который бы там, ну, позволил более грамотно подходить к неким процессам. Ему благодарен, наверное, недавно с ним даже общался. Находясь на территории республики, гораздо проще иметь кадры местные и квалифицированные. Понятно, что предприятий горных очень много работают, да, некие кадры и перетекают, но тем не менее планы большие, естественно, нужно и необходимо готовить молодых специалистов, их развивать, практиковать, дальше брать на работу и делать из них настоящих профессионалов. Мы с первых дней, когда мы пришли сюда работать на территории республики, непосредственно с Хандельским техникум хорошие отношения, так сказать, установили, работаем, и база у них хорошая, преподаватели хорошие, там, понятно, может, они были немножко сориентированы на тот профиль, который был до этого, да, непосредственно в геологоразведку. Мы там добавили неких профессий, непосредственно под фабрику Нежданинского месторождения, там, флотаторы, обогатители и так далее. Их преподаватели возили на свои предприятия, чтобы они прошли, так сказать, некий курс, ознакомились непосредственно на практике уже с процессом, с производством. Далее, так сказать, уже полученный опыт и навыки там на наших предприятиях уже доносили до студентов. Поэтому вплотную работаем с техникумом, там помогаем непосредственно, так сказать, не только вот добавили профессии в обучении и так далее, там очень много других профессий востребованных на сегодняшний день на предприятиях горной промышленности. Не только под себя затачиваем, а в целом, да, готовим кадры, в первую очередь заинтересованы в том, чтобы они приходили к нам. Непосредственно смотрим за студентами, за их успехами, как развиваются, так сказать, насколько есть интерес и стержень, который позволит им работать дальше в горной промышленности. Опять же, мы вплотную работаем с Северо-Восточным федеральным университетом. Да. Уже у нас проходили практику непосредственно, есть студенты, которые работают, смотрим за другими студентами, которые будут дальше, возможно, у нас работать. Помогаем им не только, так сказать, глядя, там, как проходит обучение, насколько перспективные студенты и так далее. Да. Там мы компьютерный класс оборудовали с определенными программами,
датамайн и так далее, да, которые развивают, так сказать, их компетенции и позволяют уже, так сказать, на другом уровне рассматривать специалиста, который придет работать в горной промышленности. Там очень такой плотный контакт, мы на этом не останавливаемся. Я надеюсь, что некие другие направления, которые непосредственно нужно будет развивать, мы об этом поговорим с руководством университета и так далее. Поэтому вот непосредственно на территории Якутии там вот, два направления, где мы работаем вплотную. Опять же, горная промышленность непосредственно, она очень много в себя включает профессий, до 200 профессий, да, там доподлинно никто по пальцам не считал, тем не менее там и, так сказать, механики, и технари, электрики и так далее, и так далее, и так далее, да. И любое учебное заведение, которое готовит этих специалистов, для нас очень важно. Тем более, так сказать, вот, наверное, после 90-х годов, да, вот в нынешнем столетии, сейчас как никогда горная промышленность начала активно развиваться. Там было затухание такое там, после 90-х годов до 2000-х. Да. Сейчас я считаю, что вторая жизнь горной промышленности, потому что без наших недр в нашей земле, которые очень богатые, нет и других развитий производственных. Во-первых, в университете, да, горный институт и геолого-разведочный факультет имеется, с которым мы вплотную работаем, да. Естественно, каждая из них интересна по своему направлению, да. Готовим горняков и готовим специалистов для геологоразведки, которые на сегодняшний день востребованы. Связь между месторождением Прогноз и Нежданинском практически прямая. Да? Месторождение Прогноз, все прекрасно знают, на каком расстоянии находится, что это доступность только зимникам, а персонал доставляемый вертолетом. Поэтому по своим запасам это одно из крупнейших месторождений в нашей стране. Но тем не менее, так, на сегодняшний день та логистика, которая существует, и, так сказать, может быть, обстановка, в которой на сегодняшний день работаем, да, не позволила там построить на сегодняшний день фабрику. Поэтому принято решение, что добытая руда, которую мы начали в этом году добывать, уже будет доставляться на фабрику Нежданинского ГОКа и там перерабатываться, чтобы получать серебряный концентрат. На сегодняшний день технология позволяет это делать. Фабрика на месторождении Нежданинская флотационно-гравитационная, и подходы, которые на сегодняшний день существуют, там есть линия для получения серебряного концентрата. Вот мы сориентируемся на это, и месторождение Прогноз будет очень плотно связано с месторождением Нежданинского. Даже те месторождения, которые ранее отрабатывались, да, там есть золоотвалы, допустим, есть отходы после переработки руды, да, они на сегодняшний день вовлекаются в переработку, да, и можно получать еще дополнительный металл или там другие какие-то элементы, в зависимости от того, какого месторождения. Мы на прогнозе не останавливаем, как и на Нежданинском, геологоразведку, да, это позволяет приращивать запасы, вовлекать это в переработку, и продолжительность жизнедеятельности, так сказать, в месторождении, фабрики, предприятия, она продлевается. Поэтому на прогнозе геологоразведка идет. Мы рядом имеем еще 3 лицензионные площади, на которых работаем. Я надеюсь, что, так сказать, нам наши геологи помогут прирастить запасы, и, возможно, в перспективе даже там что-то, так сказать, еще и в плане запасов прирастет. Естественно, и планы поменяются. Мы построили на месторождение Прогноз зимник, по которому будем вывозить руду на Нежданинское. У нас соглашение с правительством Республики Саха есть. Там есть еще ряд рек, которые требуют водопропускных сооружений, строительства мостов. И Республика, так сказать, Саха сейчас на сегодняшний день этим занимается вплотную. Вот недавно был открыт самый длинный по протяженности мост через реку Минкуле. Мой личный опыт говорит о том, что если быт очень хорошо обустроен, создан не только в плане там, отдохнуть, да, питания, проживания, а еще, так сказать, если там имеются непосредственно там, спортивные залы и так далее, которые позволяют немножко отвлекаться от сложности направления профессии, рабочего тяжелого дня и так далее, где можно выйти, там, позаниматься и так далее, отвлечься. Там есть и библиотеки у нас, и, так сказать, и комнаты отдыха, где можно, так сказать, поиграть там, в определенные игры интеллектуальные и так далее. Быт — это очень важно. Это логистика, которая бывает иногда сложной. Там добираться. Я говорил, что мы заинтересованы в первую очередь в местных кадрах, да, они здесь живут, может быть, и добираться не так далеко и так далее, хотя расстояние до месторождения Прогноз, там, опять же, занимает некое время полета на вертолете. А так, в остальном, я считаю, что условия, которые создаются, работа, которая есть, она достаточно интересная, и ребята, которые приходят работать, они там
такие команды, уже такой производственный кулак собирается, что если там рассматривается вопрос перевода даже или там ротации какой-то, они с трудом, так сказать, на это идут. Знаете, вот этот стереотип, он везде, в любой профессии есть, да, то, что может сделать мужчина, не может сделать женщина. Это не так. Потому что, во-первых, образование, я говорил про некие высокотехнологические процессы, они позволяют работать и женщинам, водители вспомогательного транспорта. В тех процессах на фабрике же высокотехнологических работают девчонки, причем очень успешно. Система автоматизации и так далее, диспетчеризации, где позволяет сидеть, смотреть, наблюдать и, самое главное, правильно, грамотно управлять этими процессами, независимо мужчина, женщина, девочки есть после института, которые ходят в маршруты, и там в плане быта, да, это палаточный лагерь, на сезон заезжают и так далее, даже там работают, да, это не пугает, если там есть стержень, есть какое-то внутреннее призвание и так далее. Не хочу сказать, что, допустим, в лаборатории не работают мужчины. Там, да? Тем не менее, так сказать, ну, это больше так женского направления работа, да, и, конечно, там работают девчонки, которые, так сказать, профессионалы, причем мы берем, опять же, некоторых с опытом, некоторых без опыта, да, компания позволяет развивать свои компетенции, да, получать дополнительное образование или там просто образование, там, высшее, если кто-то не имел, да, и по направлению развиваться уже. Есть такое направление, где девчонкам более комфортно работать, это может быть ближе, да, они там работают. Естественно, работают хорошо, мы их очень ценим. Я прилетел сюда в январе, меня удивили якутские морозы. Я знал, что здесь холодно, что не знал, что настолько холодно на самом деле, да. Еще, конечно, меня всегда удивляло и по сей день удивляет, да, это отношение местных жителей к экологии, природе, так сказать, вот их быт и так далее. Я сталкивался с малыми народностями и в Охотском районе, и в Хабаровском крае, да. Понятно, что и национальности много и так далее, да, вот здесь вот не глядя ни на какие сложности, трудности, да, люди живут, культуру поддерживают, язык изучают и так далее. Это всегда меня удивляло и удивляет, что вот с определенной настойчивостью, несгибаемостью люди к этому так относятся, и никакое время на это не влияет. И всегда приятно с такими людьми общаться. Вот мы и там дорогу на Нежду строили, и ЛЭП строили. Всегда там с Марией Петровной Погадаевой много общались, и некие компромиссные решения, которые нужны были и необходимы для строительства, мы всегда находили. Поэтому люди, я считаю, что достаточно добрые, понимающие, и самое главное, как я сказал, с определенным там трепетом относятся к природе. Я это могу повторять бесконечно. И вот сколько бы ни сталкивались, сколько бы не было сомнений, общение было там и в Верхоянском районе, и в Тампонском районе, так сказать. Ну, по крайней мере, с моей точки зрения, мы всегда находили общий язык и, самое главное, понимание в тех или иных производственных процессах там, при обсуждении того или иного проекта, когда вызывает сомнения, ты объясняешь, показываешь, там, ну, с таким определенным пониманием ко всем относятся, что мы пришли не там, навредить и сделать что-то хуже, а только лучше. Сейчас модная тема искусственного интеллекта, так сказать, взглядов, роботов и так далее, которые на сегодняшний день уже активно и в нашей компании используются. Да? Допустим, если смотреть в историю, как работали там в подземке или там горняки на горе, да, с какими подходами и так далее. Во-первых, техника далеко шагнула вперед, да, там уже сейчас не надо там в подземке, в забой заходить, там можно, так сказать, машины на управлении заходят в забой и так далее. Некие процессы, они стали больше роботизированные, да, в плане реализации там производственного процесса. Опять же, система диспетчеризации, которая работает там на карьере, техника ходит, да, система с датчиками. Самое главное, чтобы был интернет, который бы управлял и так далее, помогал там, так сказать, организовать процесс управления. Где вот эти процессы автоматизации позволяют там наиболее эффективно, экономически наладить производственный процесс. Вот это уже на сегодняшний день есть, да, если смотреть там далеко вперед, то я думаю, что через 25 лет, возможно, там машины сейчас уже есть, которые без, так сказать, машинистов работают, то это будет широко использоваться. Очень много, так сказать, таких, опять же, программ автоматизированных, которые устанавливают, позволяют там сокращать количество сотрудников, которые, так сказать, следят за теми или иными процессами. Но могу сказать, что от участия человека однозначно невозможно будет отказаться,
То, что будет, возможно, на предприятиях крупных работать меньшее количество сотрудников, это да. Сколько бы роботов не было, там, интеллектуальных программ, которые бы, так сказать, работали, но тем не менее по каждому направлению обязательно должен быть человек, который бы понимал, что происходит. Те люди, которые выбрали свою профессию, они будут востребованы и через 25 лет, и через 30 и так далее. За всеми процессами стоят люди.